Казачьи войска на территории Казахстана. Колониально-переселенческая политика. К середине 60-х годов XIX века начинается переселение крестьян из центральных районов России. В 70-х годах переселение приобретает более организованный и массовый характер. Использование казахов с 1885 по 1993 годы было изъято 251 779 десятин земли. Образовано 24 села с 10 940 переселенцами мужского пола. В Уральскую область с 1884 по 1891 годы из центральных губерний России выехали 2299 семей. Всего приток иммигрантов из Европейской России в Казахстан составил за 1871-1897 годы почти 328 тысяч человек. В результате осуществления царским правительством переселенческой политики удельный вес казахов заметно снизился с 73,4% до 67,7%. На территории Казахстана и сопредельных с ним территориях были созданы 4 казачьих войска – Уральское, Оренбургское, Сибирское и Семиреченское. Воинские подразделения казаков выполняли определенные функции. К военной службе казаков добавлялись еще и натуральные повинности – фортификационные работы, ремонт и строительство дорог, мостов, заготовка и перевозка леса, сопровождение почты. В Казахстане казакам отдавались лучшие земли. Их земельные наделы были намного больше, чем у крестьян-переселенцев. Высокими боевыми качествами и воинским искусством обладали казачьи войска, составлявшие значительную часть кавалерии российской армии. Российские казаки в середине XIX века в военное время могли выставить до 160 тысяч человек. Административные реформы, проведенные царским правительством, в 60-е и 90-х годах XIX века превратили земли казахов в государственную собственность. Началась массовая крестьянская колонизация Казахстана. Переселением крестьян из России в Казахстан занималось Главное управление Западной Сибири, которое в 1866 году разрешило самовольное переселение крестьян в Казахстан, мещан из сибирских городов, крестьян Курганского и Ишимского округов Тобольской губернии. Переселенческая политика царизма в Казахстане сопровождалась массовым изъятием земель у казахского населения. Процент изъятых у казахов земель рос с каждым годом. В Омском уезде в пользу переселенческого фонда было изъято 52% от всех земель, в Кустанайском 54%, в Акмолинском 73%. Такая ситуация привела к разложению кочевого и полукочевого хозяйства. Обедневшие казахи уходили на различные промыслы и нанимались на работу в горнодобывающую промышленность. Они становились жатаками. Чтобы выжить в таких условиях, казахи вынуждены были переходить к оседлому образу жизни, что происходило очень болезненно. Столыпинская аграрная реформа, проведенная в России, способствовала кризису скотоводческой системы хозяйства казахов. В регионе изменилась демографическая ситуация.